Всем огромный привет, всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня посмотрим важные события для вас, дорогие водолеи, с 4 по 10 октября 2021 год. Мы посмотрим основное событие недели, сферу работы, финансов, отношений и подсказку. Напоминаю, это общий прогноз, поэтому события могут не совсем резонировать с вашей ситуацией. Если резонирует, ставьте лайки, буду ждать обратную связь в комментариях. В любом случае, прошу не воспринимать все буквально. Рассматривать будем на оракулах. Какие-то оракулы оставлю информацию в инфобоксе. Так, ну что, дорогие водолеи, давайте-ка посмотрим вашу ситуацию на неделю с 4 по 10 октября 2021 год. Основные события недели: работа, финансы и отношения. Основное событие недели: работа, финансы, отношения. Подсказка для вас. Так, и посмотрим еще на дополнительной колоде. Так, это у нас дополнительная колода, дополнительный оракул. Основное событие недели: работа, финансы, отношения. Так, основное событие недели. Смотрите, у вас основное событие недели. Вот такое ощущение, будто у вас какая-то пустота на душе. Вы в раздумье, вы не знаете, что вам делать. Ощущение, будто ничего не получается, все валится из рук. И самое страшное в этой ситуации, то, что вам ничего не хочется делать. То есть такое ощущение, будто на вас напала лень и руки опустились. Нет никаких мыслей, нет никаких планов, нет никаких нет никаких каких-то мыслей по поводу того, чтобы исправить это положение. То есть вы устали. Здесь говорится об усталости, о пустоте в душе. На данный момент карта говорит о том, что не стоит унывать, не стоит опускать руки. Нужно обязательно обдумывать и продумывать все ситуации, все моменты. Может быть, где-то вам что-то нужно подыскать. Может быть, вы на чем-то что-то хорошенько проанализировать, на чем-то хорошенько подумать, но ни в коем случае не опускать руки. Нужно, скорее всего, больше всего так вот вести более активный образ жизни. Нужно чем-то заниматься. Ну вот нужно чем-то себя занять в это время. Ни в коем случае не погружаться в какие-то мысли, которые позитива вам на данный момент не приносят. Нужно, наоборот, как-то, может быть, где-то куда-то пойти, в какие-то места общественные, да, допустим, сходить в сад какой-то, пускай, или ботанический сад, допустим, или каким-то образом себя развеять, да даже просто куда-то на природу, в лес, там, я не знаю, в парк, чтобы развеять какие-то мысли. Может быть, вам стоит заняться чем-то, может быть, у вас есть способности открыть, может быть, какой-то свой сайт, может быть, способности к эзотерике, может быть, у вас есть какие-то способности вязать, там, я не знаю, кулинарить, все что угодно. Ну, занять себя каким-то делом. То есть ни в коем случае не опускать руки, потому что карта говорит о какой-то вот пустоте, вашей душевной пустоте. Так, на фоне чего это у нас? Смотрите, в работе у нас какие-то сейчас сложности, вы обдумываете и не знаете, что вам делать. И тут карта надежды на то, что вполне возможно произойдет какое-то чудо, и вполне возможно все как-то разрулится само по себе. Возможно, у вас какой-то тяжелый период на работе. Но опять-таки,
Карта говорит о том, что не стоит опускать руки. То есть эти все проблемы преодолимы, и, в принципе, все может наладиться и уладиться. То есть если у вас на данный момент не получается, допустим, вы хотели бы уехать за границу, допустим, да, на работу, и у вас не получается, но через какое-то время это не получается, это все-таки гороскоп это прогноз, это прогноз все-таки на неделю. Но на этой неделе не получится. Может быть, получится на следующей неделе. То есть не так быстро это все получится, как бы вам хотелось. Но перспективы есть, у вас есть цель, и вы должны идти к этой цели. Так, в плане денег сейчас тоже такие вот у вас качелеобразное состояние, но в принципе все у вас стабильно. То есть в плане денег не стоит переживать, хоть вы и переживаете, есть такие вот у вас качания в этом плане. Но нет, будто нет прибыли, нет того, на что вы рассчитывали, но и не хуже, но и не хуже. Если, допустим, вы обратитесь к друзьям своим или к близкому человеку, то, в принципе, он может вам одолжить денег, и рассчитывать на его помощь можно в этом плане. Так, в плане отношений. В плане отношений вас тоже качает. У вас какой-то... Для одиноких здесь знакомств нет. Для тех, кто в разводе, да, здесь может быть развод. Могут быть такие судебные процессы. Вы не знаете, что делать, допустим. И для тех, кто просто в паре или просто в ссоре, да, есть какое-то тупиковое состояние, и вы на стадии либо разрыва, либо вы не знаете, что вам делать, на стадии такого тупикового состояния, да. И хочется помириться и колется. И вроде первые на примирение не пойду, да. Зачем мне это нужно? Есть какие-то такие острые ситуации, есть какие-то выяснения отношений, но опять-таки карта говорит о том, что не стоит отчаиваться, не стоит рубить сгоряча. Пускай лучше пройдет эта неделя, а на следующей неделе уже для себя что-то решите. Так, какие же у нас тут советы есть? Чего вы хотите? Сейчас у вас есть возможность написать сценарий собственной жизни согласно велению своего сердца. Как только вы разберетесь со своими истинными желаниями, поймете, что готовы к их осуществлению и заслуживаете этого, они начнут исполняться как по волшебству. То есть ни в коем случае не рубите сейчас сгоряча. Все хорошенько обдумайте. И обдумайте, наоборот, план действий, план примирения вполне возможно, или план того, как вы видите свою жизнь дальше. План того, как вам вырулить ситуацию, допустим, с той же работой. Ну, вот такие вот план действий бизнеса, в бизнесе, допустим. Это у вас неделя, скажем так, для размышлений, для того, чтобы что-то спланировать. И ни в коем случае не опускать руки. Вот такой вот расклад для вас, водолеи. На этом видео буду заканчивать. Спасибо за просмотр. До новых видео. Всем пока-пока.